Парк вездеходов продемонстрировали в столице республики. На городской дамбе у 202-го микрорайона развернули выставку техники. Ее провели в рамках межрегиональной научно-практической конференции внедрения амфибийной и вездеходной техники в Арктике. Выставку посетила и наш корреспондент Саргалана Федорова. Техника разных категорий и габаритов, от тяжелых грузовых до легких машин-амфибий. И все уже зарекомендовавшие себя на бездорожье вездехода. Экспонаты выставки впечатлили Вячеслава Фролова. Он нашел агрегат по душе. Больше всего понравился вот. Ой, какой красивый. Мужчины, всем интересно посмотреть. Вот, там какой-нибудь вездеход, или там гусеничный, или колесный, плавающий. Все интересно. Вездеход-амфибия «Шерп» пропускает выхлопные газы через колеса. Таким образом поддерживает постоянное давление на шины. В колесах установлены баки по 58 литров. Вездеход уже объездил весь север. Такие амфибии в Якутию привезли в прошлом году. Спокойно плавает, да? Грузоподъемность у него тонна, 1000 килограмм. Производители вездеходной техники из Красноярска представили бесстрашную аэролодку «Север». Она ездит по снегу, воде, торосам и даже по гравию. Подобные катера были куплены для Устьянского улуса. У нас идет развитие тоже пассажироперевозок. Вот. Ну и планируется дальнейшее тоже развитие такое за счет государственной программы Республики Саха-Якутия. Техника идет грузоподъемностью до 3 тонн, пассажировместимостью до 18 человек, скоростные характеристики. Максимальная скорость у нас идет 176 км в час по воде, загрузкой где-то 60-70. Восьмиколесная серийная гражданская машина «Арго Эвенджер» идеально подходит для наших экстремальных условий. Канадские вооруженные силы используют ее в военных целях. На нем стоит американский двигатель 747 кубических сантиметров, 30 лошадиных сил. Производители амфибийной техники планируют создать научно-производственный кластер, где будет разрабатываться дорожная карта с бизнес-планом внедрения вездеходной техники по Якутии. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Якутск.